сегодняшний вечер, на улице еще светло, но так уж положено говорить, вечер посвящен творчеству ветерана Северного флота, капитана первого ранга Ахата Мухаммедова. Вот. Мне поручено председателем Московского городского совета ветеранов, дважды героем социалистического труда, депутата Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации Владимиром Ивановичем Долгих приветствовать вас в нашем здании, выразить уверенность, что вы получите удовольствие от сегодняшнего вечера и, думается, наверное, услышите слова наших поэтов, писателей. Мне хочется приветствовать и от вашего имени участников сегодняшнего концерта. От мала и до велика. Вот я посмотрел, как задолго до начала уже тут репетировали некоторые участницы младшего возраста. И это приятно будет нам с вами за всем этим наблюдать. Эта книга стихов, прозы и публицистических статей. Она читается очень просто, легко. Стихи его берут за душу, конечно. Не зря было сказано такие слова. В каждой строке частицы любви, в каждом слове желание счастья. И с азартом горячей крови в бурях дней принимаешь участие. Так написала к выходу книги Людмила Щипачева, народная поэтесса России. Щипакина, прошу прощения. Именно сегодня пример подает нам Ахат Газизович, мой дорогой и любимый коллега по высшим литературным курсам Литературного института имени Горького. Он пришел к нам в 75 лет, и у нас началась на ВНК новая эра, потому что это был такой яркий пример человека, в сердце которого расцветают корни национальной культуры, но душа пропитана культурой всего мира. Это душа в хорошем смысле слова, ненасытная к слову, к делу, к людям и к миру. И неугасимый человек. И его слова проявляются во всем, в его жизни, в его шагах, в его действиях. И я не устаю любоваться им и восхищаться им, потому что даже эта выпущенная книга, она была показана и открыта, и поклонилась эта книга городам и весям России. Мы были в Орле, где мы такие же ваши ровесники, курсанты хлопали стоя. Мы были в татарском центре. Мы будем еще во многих городах, куда приглашает Ахата Газизовича отметить свою презентацию. Но он сказал, что самая дорогая презентация будет у него сегодня в вашем комитете. Поэтому, дорогие друзья, нас ждет незабываемый вечер, незабываемое слово, незабываемое наше с вами единство. Хочу поблагодарить всех вас, присутствующих, за то, что вы пришли на этот вечер-концерт. Я не хотел его называть презентацией. Я хотел присоседиться только к вечеру-концерту, посвященному поэтической весне 2018 года. Поэтому я мало буду читать своих стихов. Вот здесь у меня все уже подписанные книжки. Каждый желающий подойдет, я только имя запишу, потому что остальное все написано. И потом вы сами почитаете эту книгу. Но я хотел бы, чтобы этот концерт принес вам удовольствие и удовлетворение от артистов, которые присутствуют. А это все заслуженные. И лауреаты международных конкурсов, и заслуженные артисты
Российской Федерации, заслуженный артист Республики Татарстан. Поэтому мне просто хотелось, чтобы люди отдохнули сегодня на этом мероприятии. Хочу начинать, знаете, с чего? Этот год, 2018, этот год 75-летия победы в Сталинградской битве. Это год 73-й годовщины Великой Победы. И этот год, 2019, через неделю, день рождения нашего Александра Сергеевича Пушкина. И я хочу начать вот с такого стихотворения, которое написал казанский поэт Михаил Скороходов, русский, но проживший всю жизнь в Казани. Он написал его к столетию великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Пушкин и Тукай. Прими как дар прекраснейшие строки, храни в душе, любимый слух читай, учители, волшебники, пророки, у русских Пушкин, у татар Тукай. Есть две страны, Крылай и Лукоморье, они чудес и тайных снов полны. О, как нам любы до сердечной боли навеянные гениями сны. В ночной тиши приходит кот ученый, золотая цепь звенит в прозрачной мгле. Шумит, шумит крылайский бор зеленый и бродит по урману Шурале. Свои святыни, гордость поколений, народ народу преподносит в дар. Становится все ближе, все роднее. Тукай для русских, Пушкин для татар. Я бы хотел подчеркнуть, что вот эти три даты: Сталинградская битва, Великая Победа и на следующий год будет 220 лет со дня рождения Пушкина, они, понимаете, объединяют нас всех здесь. То есть литература, поэзия, вооруженные силы, ветераны – это все люди, которые ковали нашу победу, или те люди, которые приносили славу. Это и литераторы, это и доктора, это и военнослужащие. Я думаю, что мы не будем затягивать. Я могу прочитать одно-два стихотворения своих, как презентацию, а потом мы перейдем к музыкальной части нашего вечера. Ну вот первое стихотворение в этой книжке. Переполнен любовью я к родимому краю, чту свое родословие, близких не забываю. Я неистов в работе, из такой я породы. Я на Северном флоте отслужил свои годы. И сейчас не в тиши, мне по нраву упорство, а остаток души отдаю стихотворству. Я судьбе благодарен, мне и горе не горе. Я обычный татарин на российском просторе. Ну, у меня же книга в основном, конечно, лирическая. Здесь много любовной лирики. И чтобы не затягивать мое выступление, я просто одно короткое стихотворение прочту, которое написал я своей жене Наталье Потемкиной. Такие славные дела, весна неутомимая, моя Наталья расцвела, жена моя любимая. Не сердится и не ворчит, а только улыбается. Ручей течет, скворец скворчит, все лучшее сбывается. На чужих берегах мне и рай, словно клетка, на родных штормовых мне и вьюги земней. Я тропинкой легла под ногами России,
чтобы камешек каждый в свое сердце вобрать, чтобы в отчим дому нам очаг не гасили, чтобы в ряд дочерей и сынов ее стать. И еще одно стихотворение, которое я посвятила женщинам войны, на худенькие, нежные плечи которых рухнула такая ноша, не звезды, не погоны, а именно безмерная ноша, которую они достойно вынесли женщинам войны. И рухнула на худенькие плечи такая ноша, Боже упаси, и вдовий плач, и боль, и кровь увечий, и виселиц столбы по всей Руси. Но легкой доли женщины не ищут, так на Руси ведется испокон. Им поднимать страну из пепелища, тайком молиться у святых икон, им ждать, пождать с войны родных подранков, любимых сыновей, мужей, братов, лечить их раны и терпеть их пьянки, никак не могут выйти из боев. Так мало хлеба, а беды так много, но не гасим лампадок тихий свет. Российских женщин скорбная дорога, но от других дорог просто нет. Спасибо. И чтобы перейти к словам наших любимых и уважаемых литераторов, я бы хотела прочитать одно стихотворение дорогого Ахата Газизовича, который говорит о том, что именно живет в его сердце и что именно в своих ладонях он протягивает миру, протягивает друзьям, протягивает нашей литературе. «Мне надо ни много, ни мало, чтоб честными были слова. Хочу, чтоб Казань процветала, чтоб вечно сияла Москва. Желаю друзьям я удачи, мечты, чтоб сбылись наяву. Иначе что же я значу? Зачем на земле я живу? Ахат, мое древнее имя, друзей подарили года. Я верный и преданный с ними, навеки, вовек, навсегда». О нашем дорогом Ахате сказали свои веские и святые слова такие поэты и писатели, публицисты, как Людмила Щепахина, Валентин Сорокин, Леонид Ханбеков, Владимир Бояринов и много других весомых имен. Когда мне позвонили, что в этом здании, в этом доме будет проходить презентация вот этого человека, которого я знаю с первых шагов в литературный институт. Дорогой генерал Акчурин, вы такую огромную работу сделали, несмотря на то, что зал не полон, я скажу в защиту и дома, и тебя. Когда Пушкин с Плетневым пришли выступать, я как-то в Союзе там выступал об этом медиате, это не друзья были. Приходят, а народу мало. Пушкин пришел, а народу мало. Плетнев, это Плетнев пишет, я ему: Саша, пойдем, ничего там. И Саша говорит: если бы даже сидел один человек, я бы выступал размешно. Вот каким надо быть. И вы, уважаемый генерал, сумели в это горячее, смутное время в этом здании по достоинству предоставить ему этот светлый зал. После этого светлого зала грех плохо писать, это будет просто грех. Видите, как ему дали? Это бонус ему. Вот, я благодарю ветеранов. Это связь времен, связь. Завтра будет огромная, меня туда пригласили, всероссийская конференция «Проблемы молодых». Меня пригласили в 12 часов.
поколение. Вот быть здесь мне радостно, там сидят суворовцы или как, это ребята, вот сидят, да? Где-то, да. И меня нисколько не смутило, что зал не полон. Главное здесь, есть генерал и есть рядовые. И мы можем брать любые штурмы. И главное, есть поэт, который вокруг себя сумел сохранить. Я стихи не могу читать, потому что я их плохо помню. Я помню детство. А вот уже как он, чертяка, он раз прочел стихотворение, все, он засек. Поэтому он в свое время неправильно. Надо было ему идти в разведчики международные. Он засекал вот все. Серьезно говоря, я всегда не говорил тебе в любви, не объяснялся, да и с женщинами уже не объясняюсь в любви, просто завидную глазами смотрю. Ты в своем возрасте, далеко юношеском, приехал, никого не знает, как-то кто-то, я не помню, познакомился и подает мысль об учебе. Говорят, есть литературная, так. Я говорю, да, говорят, есть. Вот я его оканчивал, тоже уже 2 детей было, демобилизовался. И он поступил. И ведь то его критики были. Вот эта красавица, которой нельзя иначе обращаться, слава Богу, я ее имя не знаю. Мы любим друг друга давно. Я вначале сомневался. Директором был Сорокин, выдающийся русский поэт. Вся беда, тут я уже национальный перейду, и татар, и русских, своих талантливых ребят, поэтесс, как-то умалчивают. Сорокин выдающийся поэт, и по характеру поэтому. А вот он хоть поздно начал, тебе, правда, же было не 17, а за 70, было уже стихи. Дал почитать, действительно стихи есть. Стал лириком, лиришься оттуда. Жесткость, север, температуре перепадает. Он не спахалил свою душу, не жесточил, как у нас довольно нередко сейчас бывает, все плохое на советскую власть валят. А когда сравниваешь, мать честная, мы жили в коммунизме. Когда приезжали зарубежные писатели к нам, отовсюду, от Америки, Латинской Америки, из Африки, они нам говорили, вы, ребята, вы живете при коммунизме. Нам писатели говорили. Мы не верили. А жизнь была такова. Были ошибки, были. Перед вами бывший ссыльный человек стоит. Вот бывший ссыльный. Этот бывший ссыльный окончил 2 высших учебных заведения. И братья, и известнейший подводник. Ну, переходя, говорят, ближе к телу или к делу, я перепутал что-то. Солидарно. Его стихи как-то возбуждают тебя, создают настроение, мастерство этого человека, которое он сам чувствует. Важно в этом. Когда автор пишет в каком-то состоянии эмоционально и передает читателю, это высшая форма, высший талант. Я тебе скажу, товарищ капитан 1-го ранга, зря тебя отпустили, каким бы ты там мичманом был бы, читал бы стихи. А тут вот приходится поэтом стал. Он вошел к таким строгим, дрожал, когда я ему рекомендовал, дай Сорокина почитать, дай Чепахина почитать, она строгая женщина, тоже красавица. Ой, я говорю, тоже красавица. Кстати, поэты, женщины все красивые. Отсюда, видимо, идет, не только от головы, а от цвета дорог. Он робок был, а сейчас гляжу, он на самом быстром катере его не достанешь, не догонишь, уходит.
семимильными шагами, сохраняет, пишет тему, немного разбрасывается другой раз, ему создали легко ее на рифму делает, у нее память сумасшедшая память, не знает, как с ним женщина общается, осторожно надо с тобой общаться. Мне радостно, я сумбурно говорю, потому что не ожидал, я думал, будет концерт, я ожидал, думал, ага. Раньше при концерте я всегда плясал, а сейчас уже вот плясать не могу. Перевязка без перевязка. Благодарю еще раз ветеранов. Вы молодцы, настолько заботливые. Еще не оценили вас, как не оценили по-настоящему и детей войны. И вот я дитё войны. Мы, миллионы, как муравьи работали, заменили ушедших на фронт. И вот этот человек, придя, никого не зная, стал нас по-настоящему, издал прекрасную книгу. Издана красивая, интеллигентно, даже относятся сюда, даже не знаю так. Тут и проза, тут и все собрано. Великая Отечественная война. У моего деда Касыма было 5 сыновей и 2 дочери. Я могу их перечислить. Куддус, Газиз, Гани, Абдулла, Рашид, а также 2 дочери, Марфуга и Аида. Все прошли Великую Отечественную войну. И что я хочу сказать, что вот мой отец начинал войну на Волховском фронте вместе с Мусой Джалилем. Правда, они могли и не встречаться, фронт огромный, но оба были старшие политруки. И мой отец Газиз. И когда я начинал свою такую популярную деятельность по прославлению великих татарских писателей, поэтов, героев, докторов и так далее, я написал одно стихотворение, посвященное Мусе Джалилю. И это стихотворение прозвучало в городе Орле. Орли? Нет, не в Орле, это вот здесь, там, где Джалиль приезжал во время войны, это в Королеве. В Королеве. И там была дочь Чулпан. Мы с ней там познакомились, она пришла. Был шикарный вечер, посвященный нашему герою-патриоту. Вот это стихотворение, я сейчас его прочту. Потому что мы не можем в таком великом здании, как ветеранов войны, не прочесть такое стихотворение. И в этот день Мусу Джалиля вновь вспоминаем мы. Его талант, живое слово, как света луч из долгой тьмы. И дочь Чулпан пришла навстречу и видит в явь к отцу любовь, и мудрость слов его, и речи в душе ее возникли вновь. Великого поэта душу врагам не удалось убить, и стойкий дух его разрушить, прервать его связующую нить. Сама история открыла всю правду горестных времен, и в день поэта возносила величие доблестных имен. Я хочу представить одного человека, без которого этой книжки бы не было. Честно вам говорю. Этот человек возглавляет огромную организацию, штаб по всей России, многотысячную армию людей, которые являются подвижниками татарской культуры по нашей огромной стране России. Это Рустам Фаизович Ямалеев. Поприветствуем его. И я думаю, Рустам Фаизович может тоже 2 слова сказать о том, как я попал в ваш штаб. Да. Пожалуйста. Ну, в 2 словах, значит, здесь после такого стихотворения очень тяжело, значит, выступать, но вот если вернуться к стихотворению, действительно, есть сейчас
такие силы, которые искажают правду, искажают историю, да? Вот, поэтому, вот, дорогие вот ветераны, вам огромная просьба, живите дольше, рассказывайте, встречайтесь с молодежью, потому что вот, ну, правда нужна. Ну, что касается у нас вот вооруженных сил, уж эту тему, если затронуть, какие бы пушки там, у нас снаряды не были, все равно, ну, какая бы современная техника не нужна, нужны люди-патриоты, да, люди-патриоты, которые будут, значит, если не дай бог что-то, станут на защиту нашей Родины. Вот, например, вот Чаныша занимался всю жизнь патриотическим воспитанием молодежи, Расим Сулейманович занимался и занимается всю жизнь. И вот мы тоже пытаемся заниматься вот таким, значит, идеологическим воспитанием молодежи. Вот, по татарскому языку, по любви к родине. Вот это одно из наших тоже направлений, значит, это штаба. Штаб, потому что мы неравнодушные, мы хотим вот сохранить татарский язык, татарскую культуру, значит, и воспитать такое военно-патриотическое воспитание, мусульманство привить. Значит, вот если задуматься, да, вот мы находимся с вами в центре Москвы, да, здесь звучит татарская песня, здесь мы приветствуем русско-татарского поэта, да, это одно, что стоит, да, вот так, если подумать, да. К Ахату Газизовичу мы относимся с великим уважением, мы его очень ценим, значит, и все-таки мы его мало ценим, мне кажется. И вот мы сегодня, Ахат Газизович, вкладываем в вас свое, инвестируем в вас свое уважение, любовь, да, вот, признание в ответ. Мы хотим от вас еще долгих лет жизни и такого творчества. Спасибо. Давайте еще раз. Мой отец сражался в Сталинграде и прошел его кромешный ад. Я теперь храню его награды, в их числе медаль за Сталинград. Никогда он не сорил словами, о войне ни слова не сказал, только ночью скрежетал зубами, да во сне отчаянно кричал: «Танки подкалиберные! Ребята, заряжай!» Хрипел он точно конь. «Бей прямой наводкою проклятых! По врагу! За родину! Огонь!» Так всю ночь он бил фашистских гадов. И к утру я знал, что в том бою стойкие советские солдаты отстояли родину свою. Я всегда достану в день победы и медаль, и ордена отца. Пусть посмотрит внук, каким у деда был отец до смертного конца. А когда мое наступит время, пусть мой внук хранит их точно клад. Ордена, добытые в сражениях, и медаль за славный Сталинград. Спасибо. Вы
берегов. Я хочу от всей души поздравить Ахата Газизовича с его первенцем, сборником, который увидел его свет. Надеюсь, вы с ним тоже познакомитесь с этим сборником. Я читал замечательные стихи эти. Это еще один из талантов Ахата Газизовича. Давайте его приветствуем с этим детищем его, да? Давайте. Я очень благодарен Ахату Газизовичу и хочу исполнить несколько трогательных песен, посвященных Великой Отечественной войне, которую вы не слышали. И первая песня называется «Парад Победы». Пожалуйста. Светлел московский небосклон, сияли звезды золотые над кучей вражеских знамен, пылали стяги боевые. Мы не забудем никогда, как улыбались наши деды на Красной площади. Красной площади тогда торжествовал парад победы, торжествовал парад победы. Когда мой дед шагал в строю, осколки мы похоронили, хранить за родину свою, бесценной жизнью заплатили. Мы не забудем никогда, как улыбались наши деды на Красной площади тогда, на Красной площади тогда торжествовал парад победы, торжествовал парад победы. Пройдена в боях незабываемых походов, чтобы не погас огонь в очах спасенных армией народом. Мы не забудем никогда, как улыбались наши деды на Красной площади тогда, на Красной площади тогда торжествовал парад победы, торжествовал парад победы. Спасибо. Вот такая красивая, хорошая новая песня. Вторая песня тоже тех же самых авторов, Георгий Островский и Борис Дубровин написали стихи, музыку. А я настолько его полюбил эту песню, что даже выкупил у них эту песню. И полные права у меня есть на нее. И можете услышать ее в таком моем исполнении. Называется она очень красиво «Поклонитесь России». Не открывается? Сюда везде открывается.
Вспоминаю поляны, незабудки в росе. Мы тогда из Афгана воротились не все, и в Чечне воевали на дороге крутой. Нас друзья прикрывали и огнем, и собой, и словами с пронзительной силой в душе отзовутся не раз. Поклонитесь России, поклонитесь России, поклонитесь России за нас. И хоть были мы рядом в те нелегкие дни, словно мы виноваты, что не с нами они. Матерям и женам, как посмотрим в глаза, а в Чечне обожженной не стихает гроза. И слова их с пронзительной силой в душе отзовутся не раз. Поклонитесь России, поклонитесь России, поклонитесь России за нас. Так герои-солдаты